Здравствуйте! Наступил летний туристический сезон. Для многих очень долгожданный, особенно для тех, кто связан с туристической сферой. Туриндустрия, как локомотив, тянет за собой практически всю экономику страны. С нашим гостем, исполняющим обязанности заместителем министра туризма Республики Абхазия Стамуром Барцец, мы будем говорить о наступившем туристическом сезоне. Июнь – это самое начало. Как известно, у нас в июне не так еще тепло, бывают дожди. Это не как в июле, в августе, когда прям пекло такое. Поэтому отдыхающих еще немного. Спрошу сразу коротко, как ваше министерство подготовилось к летнему курортному сезону. И, в принципе, этот процесс, наверное, всегда продолжается и сейчас. Конечно, просто для обывателя кажется, что Министерство туризма ведет подготовку перед началом так называемого курортно-летнего сезона. Но министерство работает круглый год, и по окончанию курортно-летнего сезона сразу начинаются работы по подготовке к следующему нашему курортному летнему сезону. Вы все верно подметили. Наш народ, люди, проживающие, наши граждане в республике, все ждут курортно-летнего сезона. И, естественно, мы должны к нему подготовиться, войти в него и провести его безупречно. Потому что мы должны понимать, что из года в год мы принимаем большое количество туристов, гостей, которые к нам приезжают. Их поток увеличивается, турпоток увеличивается. При населении в нашей республике около, сейчас скажем, 250 тысяч граждан Республики Абхазия. За курортно-летний сезон, или, скажем, за весь сезон, там, уходя уже осень и весну, если брать, принимаем более 1,5 миллиона человек, что в разы превышает население самой республики. И, естественно, нам надо быть готовым к их приему. Готовится не только министерство, но и в целом вся наша республика к приему наших туристов, наших гостей. Проводится ряд определенных мероприятий. В первую очередь, конечно, много зависит от того, как мы их примем и какую качественную услугу мы окажем по тем или иным направлениям. В частности, санэпидемстанция служба отрабатывает, госстандарт отрабатывает. Естественно, наша общественная безопасность, милиция поддерживает нас, МЧС. Также большая колоссальная нагрузка ложится на систему здравоохранения. Все эти службы должны быть готовы к приему туристов. Как у вас взаимодействие с Министерством внутренних дел? Насколько наш турист, его безопасность, на каком уровне, если так можно выразиться? И МЧС тоже, естественно, это важно, спасатели на пляжах, это какие-то нормативы с плавсредствами. Конечно, конечно, вы говорите те базовые вещи, которые должны происходить. И у нас постоянно идет взаимодействие, потому что вы знаете, как ни один курортно-летний сезон не похож на другой сезон, который был до этого. Они все разные, у них у всех разная специфика. Например, с недавнего времени мы начали наблюдать, исходя из того, что стало сложнее приобретать билеты на авиаперелеты, на ЖД-сообщения, в пакеты не стали включать трансфер, и люди стали приезжать на личном своем автотранспорте, что в разы и так увеличивает нагрузку на нашу транспортную инфраструктуру. И поэтому безопасность на дорогах, она превыше всего, чтобы туристы, которые приезжают на своем частном автотранспорте, безопасно могли передвигаться по нашим дорогам. Естественно, также общественная безопасность в местах массового скопления, где туристы находятся, проводят свободное время. Конечно, человек, который планирует свой отдых в ту или иную страну, должен быть уверен в том, что он проведет безопасно свое время провождения. Потому что турист – это наш потенциальный клиент. Человек с деньгами, который готов приехать в нашу республику и потратить свои заработанные деньги, оставить здесь нас, вложить их в нашу, так можно сказать, в экономику. Конечно же, турист приедет туда, где комфортно, безопасно, стабильно. Летний сезон – это еще и также всякие спортивные, культурные, развлекательные программы, мероприятия. Министерство по туризму тоже занимается этими мероприятиями, участвует в них, я насколько знаю. Министерство, конечно, заинтересованное лицо, чтобы проводились те или иные мероприятия. В нашей отрасли эти мероприятия называются событийным туризмом, то есть к определенному событию, к мероприятию приезжает определенное количество туристов, гостей и проводят на нашей территории.
У нас сегодня запланирован ряд мероприятий. Мы будем встречать детей из зоны СВО. Первая группа приезжает, потом вторая, третья группа приедет. Конечно, мы должны максимально оказать им здесь радушный прием, чтобы отвлечь их от тех невзгод и переживаний, страданий, которые происходят у них на родине. В частности, если переходить уже на другие событийные мероприятия, то мы пытаемся увеличить наш сезон, то есть загрузить вот эти мероприятия, форумы, выставки, ярмарки, спортивные какие-либо мероприятия в межсезонье, чтобы дать возможность нашим ательерам, нашему бизнесу также продолжить работу. Ну, конечно, у отдыхающих должны быть тоже по интересам какие-то развлечения, где они могут участвовать, там сплав по рекам. И вот у Ну, вас это вы говорите за активные виды отдыха. активные виды когда отдыха, да. у нас все это представлено. Тут самое главное, это должно представляться обратно же. Мы должны всегда делать акцент на безопасность той или иной услуги, предоставляемой. В частности, если говорить за активный вид отдыха. Мы часто должны понимать, что у нас люди приезжают в основном, чтобы провести время на пляже и отдохнуть. Поэтому служба ГИМС маломерных судов в преддверии курортного сезона проводит определенный ряд мероприятий запланированных. Подготовка пляжей, акватории морской, чтобы люди могли безопасно провести время на пляже, в воде. Это все немаловажно, потому что человек должен все равно, как бы кто ни говорил, и как бы это не воспринималось, человек должен комфортно проводить свой отдых. Ну, как мы все понимаем, бывает более дорогой туризм, скажем так, цены разные. Вот, допустим, там Сейшельские острова и прочее, это вот есть очень дорогие курорты. Турция там более дешевый, Краснодарский край, это вот, наверное, нам как бы ориентир, да, какой-то для нас по ценообразованию. Но мы, наверное, поглядываем туда. Вот что влияет на ценообразование нашей республики? Цены на отели, на различные туристические продукты, на экскурсионные услуги. Это вопрос многих волнует, поскольку крупные туристические компании не могут проводить какую-то свою маркетинговую кампанию, которую, ну, в частном секторе не очень понимают другие маленькие отели, небольшие, скажем так. Не ущемлят ли они, вот крупные компании, более маленьких ательеров? Там? Вы знаете, может быть, я сейчас буду говорить непопулярные вещи, но это очевидные вещи, которые сегодня происходят. Республика Абхазия является независимым государством. Республика является участником международного туристического рынка. Ключевое слово международного туристического рынка. Значит, те процессы, которые происходят за пределами нашей республики, они все равно проникают в них. То есть я говорю сейчас о глобализации, о конкурентоспособности, о тех вещах. Естественно, любая туристическая страна, любой, скажем так, бизнесмен, занятый в этой отрасли, ательер, экскурсионная организация, те, которые предоставляют услуги туристам, они, конечно, должны отстаивать свою ценовую политику. Мы не должны как бы брать ориентиры с кого-то, мы должны формировать свою цену, и, естественно, мы должны бороться за платежеспособного туриста. Мы должны выстраивать нашу ценовую политику, еще раз я повторюсь, мы должны, конечно, привлекать туриста более состоятельного. А там уже, конечно, на нашем рынке есть предложения для эконом-класса, для бюджетного класса и выше бюджета, который может себе позволить. То есть более богатый турист, который. И поэтому ательер или другой участник нашего туристического рынка, он заинтересован дороже продать свою услугу, потому что она же складывается из определенной калькуляции, в которую входит расходная часть там, и он должен выйти на себестоимость и добавить, чтобы заработать. У нас ежегодно там прибавляются какие-то туристические маршруты. Вот, я знаю, что вы ездили на днях тоже по каким-то новым маршрутам. Расскажите, вот, как это происходит? Как-то расширяется экскурсионная вот сеть, да, получается? У нас в республике, вы знаете, есть
популярные экскурсионные маршруты, которые пользуются спросом у наших туристов, у наших экскурсантов. Ну, если говорить, вы прекрасно знаете, это наши визитные карточки, это озеро Рица, Рицинский реликтовый национальный парк, это направление город Новый Афон. Ну, есть такая категория людей, туристов, которые приезжают к нам из года в год. То есть возвратные туристы, которым нравится у нас Много отдыхать. они уже посмотрели. Да, они посмотрели как бы. И вот для них министерство, бизнес старается открывать новые экскурсионные маршруты для посещения, чтобы открыть им Абхазию с другой стороны и показать другие направления. То есть мы можем совместить те же самые памятники природы, природное наследие, историко-культурного наследия, которые до этого они не знали. И вот в таких локациях образуются новые экскурсионные маршруты. Ну, у нас великолепная природа, субтропический климат, леса, горы, широкие пляжи. Все у нас есть, люди только могут мечтать об этом. Но к Божьему дару надо приложить немного и усилия, наверное. Что вот планируется, что делается для того, чтобы наши курорты стали выше уровнем, качественно выше? Вы знаете, на протяжении нескольких лет, даже более, Республика Абхазия является востребованным направлением для туристов, которые к нам приезжают. И туроператоры тоже отмечают это, к нам приезжают люди. Самая главная задача министерства, как вы верно подметили, и всей нашей отрасли, это говорить сегодня о клиентоориентированности, о лояльности, то есть о возвратном туристе, чтобы никакие факторы, которые сегодня сопутствуют востребованности, а завтра они могут не сопутствовать, что-то может произойти, не изменяли данную картину, и турпоток был у нас в республику стабилен. Это работа, конечно, с нашими туристами, с нашими клиентами, которые приезжают, узнавать, что им нравится, что им не нравится, какие предпочтения они отдают на отдыхе. Ательеры должны тоже интересоваться, спрашивать, что у них в отеле нравится им при проживании, что не нравится. То есть должен происходить какой-то опрос, чтобы мы понимали, в какую сторону, какие услуги нам надо добавлять, над каким качеством надо больше работать, чтобы тот турпоток мы могли удержать всегда на нужном уровне. И это очень важно. Да, динамичный, чтобы вот рост какой-то был. Да, сегодня очень благоприятные условия для нас и внутри, и какие-то внешние факторы, благодаря которым к нам вообще много отдыхающих едут. Вот. Но в дальнейшем надо, как вы говорите, сделать так, чтобы это было само собой. Да, вот смотрите, сегодня что происходит, да? Год назад, вы знаете прекрасно, что курс доллара, он был высокий. Сегодня курс доллара понизился. И, естественно, те недоступные направления, которые были для наших туристов в прошлом году, они сегодня для них стали более доступными. И вот таких переменных факторов может очень много возникать. Поэтому нам надо работать именно в этом направлении. Мы должны говорить о возвратном туристе, который будет к нам из года в год возвращаться. До этого ранее мы говорили, что вот люди приезжают из каких-то ностальгических там воспоминаний к нам в республику, да, поколения постарше. Нам надо сейчас привлекать, чтобы молодежь, наши сверстники, мои сверстники приезжали и находили для себя у нас в республике свой вариант отдыха, который им будет комфортен здесь. На рынке, так скажем, грубо говоря, по предоставлению проживания появляются комфортабельные отели с полным пансионом, а у других, скажем, ательеров такой услуги нету. То есть надо работать в этом направлении, чтобы у вас были постоянно туристы, которые проживают. Это же конкурентная среда. Турист будет выбирать там, где ему более комфортно и лучше провести время. Естественно, обратно же он, конечно, у нас будет разбиваться, как мы до этого ранее говорили, что есть там бюджетный турист, экономный турист и состоятельный турист. И в этом плане наша республика может предложить любому туристу варианта отдыха, исходя из его бюджета, который у него есть на отдых. Ну, у нас сегодня тоже много прекрасных предложений, прям очень богатый Но выбор. обратно же, извините, я продолжу. Мы должны бороться за более благосостоятельного туриста.
потому что, исходя из нашего ограниченного номерного фонда, да, к нам должен приезжать турист, который более благосостоятельный, чтобы больше оставить у нас в республике. По каким-то моим субъективным оценкам, мне кажется, за последние года 3 у нас номерной фонд очень прилично прибавил. Может быть, даже удвоился. Какие-то определенные цифры есть у нас? Да, конечно, есть. Там были свои рабочие моменты, то есть много объектов не стояло на учете. Благодаря службе Министерства по налогам и сборам эти объекты встали на учет, предоставляя свою отчетность. И общее количество объектов размещения 1222. Вот это около, там, получается, 25 тысяч номеров. Будем надеяться, что этот курортный сезон будет очень запоминающимся, удачным для всех, для тех же отдыхающих, для гостей наших. Они хорошо здесь отдохнут и запомнят это, уедут с хорошими эмоциями. Конечно, мы должны провести курортно-летний сезон на высшем уровне, потому что обратно же возвращаясь, знаете как, есть определенные концепции, которые поддерживаются определенными стратегиями. Вот, мне кажется, что мы всегда должны помнить о нашем туристе, который должен к нам вернуться. И поэтому сезон мы должны провести успешный, благополучный, без всяких резонансных вещей, которые могут произойти. Спасибо за интервью.